В столице республики отгремел 15-й по счету международный турнир по вольной борьбе памяти заслуженного тренера ЯССР, СФСР и СССР Дмитрия Коркина. В традиционном мемориале приняло участие порядка 190 спортсменов из 13 стран. На якутские ковры вышли как перспективные дебютанты, так и именитые борцы, в послужном списке которых медали международных турниров. Все началось здесь, в Чурапчинском районе, где родился и жил Дмитрий Петрович. Окончив обучение в Ленинградском пединституте, перед Дмитрием встал выбор – продолжить свою спортивную карьеру или же вернуться на родину работать учителем. Без колебаний он выбрал второе. Став завучем и преподавателем Ожулунской 7-летней школы, Дмитрий Коркин организовал спортивные секции по вольной борьбе, а после открыл Чурапчинскую школу-интернат, которая работает и по сей день. Об уникальных методах тренировок школы Дмитрия Коркина до сих пор ходят легенды. На его тренажерах оттачивалось мастерство и закалялся дух спортсменов. Всего в стенах его школы прошли обучение 448 борцов. Дмитрий Петрович воспитал целую плеяду элитных борцов, которые покорили самые высокие вершины. Но по-настоящему прорывным получился 1976 год. Тогда на Олимпийских играх в Монреале сразу 3 воспитанника великого тренера взошли на пьедестал почета самых престижных соревнований. Так, Павел Пенигин стал триумфатором весовой категории до 68 килограммов. Александр Иванов стал вторым в весе до 52. Также медаль серебряного достоинства завоевал Роман Дмитриев, выступивший в категории до 48 килограммов. Международный турнир в память о великом тренере впервые провели в 2008 году в Якутске. С каждым проведением эти соревнования расширяли количество и географию участников. Сегодня мемориал Коркина прочно занял свое место в календарном плане международных стартов. В преддверии 15-го по счету турнира, как и всегда, отдать дань уважения великому тренеру, к его памятнику пришли почетные гости, судьи и спортивная общественность республики. Каждым годом набирает популярность. Об этом говорит и количество участников из регионов России и из других стран. В прошлом году мы проводили юбилейный турнир, как вы знаете. В прошлом году вся общественность нашей республики отмечала 95-летие со дня рождения Дмитрия Петровича Коркина. Были проведены юбилейные мероприятия, и в этом году также проходит достаточно много интересных мероприятий, посвященных увековечению, направленных на увековечение памяти выдающегося сына якутского народа. Светлый образ выдающегося тренера хранится в памяти якутян. О нем пишут книги, проводят театральные постановки, а также снимают документальные и художественные фильмы. Одним из таких в преддверии 15-го международного турнира имени Коркина стала премьера долгожданного спортивного байопика «Триумф». В нем показана история восхождения на пьедестал Олимпийских игр в Монреале в 1976 году его воспитанников. Судя по тому, что я увидел в театре и как к игре актеров отнеслись сами организаторы, то я не думаю, что к подходу фильма отнесутся не с таким вниманием, не с таким трепетом. Поэтому, конечно, ожидаю увидеть эмоции, во-первых, конечно. Самое главное, для чего приходят люди, это уметь вникнуть в то, что происходит или происходило несколько десятков лет назад, пропитаться теми эмоциями, тем состоянием, той атмосферой, которая царила именно в тренерской работе, в жизни. Потому что это уже история, которая написана золотыми буквами, историю не только Якутии, но и всего мира. Главного героя, самого Коркина, сыграл заслуженный артист республики Иннокентий Луковцев. Для того, чтобы достичь сходства с тренером, специалисты из Москвы взяли слепок лица для изготовления образа, что впервые было применено в якутском кинематографе. Также впервые использована камера, качественно замедляющая съемки, и 3D-технологии для воссоздания Олимпийского стадиона. Конечно, я один раз был в тренировке и познакомился с артистом. Поддержал его, давай его так дерзай. И там который играл Кизера, студент, тоже вперед сказал, что это для чего? Для того, что молодые ребята, дети, чтобы они увлекались борьбой. Видя этот фильм, у них здоровый образ жизни был.
С мечтами повторить путь воспитанников Дмитрия Петровича на якутские ковры вышли около 190 борцов из 13 стран. Со стороны якутской школы борьбы бороться за медали 15-го мемориала великого тренера заявились 92 спортсмена. По традиции организаторы уделили большое внимание оформлению соревновательной зоны и дизайну наградной атрибутики. Мы уделяем особое внимание, так как Коркин наш великий тренер, наш великий человек, который прославил народ Саха во всем мире, поэтому мы каждый год с коллегами дизайн сами делаем. Поэтому в этом году, вот, если мы прошлые года пояса вручали, то в этом году будет кубок. Как и на других масштабных стартах, схватки турнира памяти Дмитрия Коркина обслуживали судьи высшей категории. В общей сложности на коврах 15-го мемориала тренера работали 25 специалистов, которые судили с учетом последних изменений в правилах. После Олимпиады правила не менялись, но последний чемпионат мира был, который проводился в преддверии Олимпийских игр, были ряд изменений, связанных с негативной борьбой, с убеганием в конце встречи, когда спортсмены начинают тактически становиться на колени, и Международная федерация стала с этим бороться. Никаких изменений по челленджу. Для тренера дается 10 секунд для того, чтобы принять решение, воспользоваться протестом или нет. У спортсмена есть гораздо больше времени, и как только ситуация перешла в нейтральную позицию, у спортсмена есть 10 секунд для того, чтобы посмотреть на табло, понять ситуацию и уже потом принять решение. Специалистами высочайшего уровня на этом старте были представлены и тренеры. Так, в составе сборной команды Кыргызстана секундантом выступал именитый представитель якутской школы борьбы тяжеловес Аял Лазарев. Я здесь помогаю как и нашим местным некоторым тяжеловесам. Это наша одна команда, воспитанника Ивана Николаевича, тренера моего. Ну и, конечно, с одной сборной Кыргызстана, 3 парня приехали. 2 из них хорошего международного мирового уровня ребята. Думаю, они покажут и подарят нашим зрителям красивую борьбу, конкуренцию. Традиционно сильно выступили представители сборной Бурятии. Сразу 4 их борца квалифицировались в полуфинальные схватки. В том числе бронзовый призер чемпионата мира Евгений Жирбаев, который на этом старте вернулся на большой ковер после травмы. 4 полуфинала у нас. Женя Жирбаев в полуфинале, уже в финале. Молодой у нас Тамир Ишенимаев, чемпион России среди юниоров, как раз с Виктором Рассадиным борется на заднем плане. Так что мы всегда, конечно же, участвуем, потому что мы соседи, у нас есть учиться у вас и друг у друга. Так что мы с удовольствием приезжаем в Якутск. Евгений Жирбаев добрался до финала весовой категории до 70 килограммов, где встретился с якутянином Константином Копрыновым. По итогам напряженной схватки со счетом 6-2 победу одержал лидер сборной Бурятии. Для него эта победа на Коркинском турнире стала 6-й по счету. Я целый год не выступал и получил громаднейшее удовольствие после такого перерыва победить здесь. И, честно говоря, как-то хотел воздержаться от эмоций, но не смог. И опять же поприветствовал ваших земляков наших. В решающие схватки заключительного соревновательного дня вышли 4 представителя якутской школы борьбы. Первым, кто вышел оспорить золото, стал Александр Авелов в весовой категории до 61 килограмма. Его оппонентом стал борец из Монголии, бронзовый призер чемпионата мира Туфшентулга Туменбилек. Якутянин выиграл встречу со счетом 5-2, тем самым принеся в копилку сборной первое золото. Вторую золотую медаль в актив якутян принес молодой борец Лев Павлов. Дебютант Коркинского мемориала выиграл у соперника из Монголии Мумхабат Хуяга в весе до 57 килограмм. Этот турнир очень тяжело прошло мне. Надо над собой работать еще. Как урок будет этот турнир мне. У меня защита надежная, я чувствовал очень хорошо на защите. Но чуть атаки надо добавить надо атаки. Но это с опытом перейдет, это уже большой ковер, большие соревнования. Надо уже характер включить, чуть внутренний воину надо это разбить надо.
В категории до 74 килограмм на высшую ступень пьедестала взошел якутянин Виктор Рассадин, выступавший за сборную Таджикистана. В решающей схватке он одержал победу над Александром Балтуевым из Бурятии. Для якутянина эта победа на этом турнире стала 7-й по счету. Это ни для кого не новость, что Якутия любят борьбу. Якутия очень сильно любят борьбу, смотрят во всем мире, знают, как болеют нас Якутия. Поэтому это самая теплая поддержка, самая сильная, мощная держава наша республика. Помимо медалей весовых категорий, организаторы турнира разыграли звание лучшего борца. По мнению болельщиков, им стал лидер сборной России, чемпион мира и Европы Абазгаджи Магомедов. Титулованный спортсмен отметил, что ему нравится выступать перед якутскими болельщиками. Не то, что цель была, но я уходил специально вот так, чтобы 10-0 сделать. Но если 10-0 делаешь, я думаю, что можно было получить. Я очень благодарен всем людям, кто пришел поболеть, потому что без них таких схваток тут не было бы. Они всю поддержку делают. И в первую очередь для них хотел красивую борьбу показать. Добавим, что команда Магомедова продемонстрировала на этом турнире наиболее успешную борьбу. Дагестанские борцы стали обладателями сразу 5 золотых наград. Что касается якутских спортсменов, то они завоевали в общей сложности 9 наград, 3 из которых высшего достоинства. Триумфаторы соревнований получили сертификат на 200 тысяч рублей, серебряные и бронзовые призеры 100 и 75 тысяч рублей соответственно.